Вторая мировая война, на самом деле, очень много жертв было, порядка 60-70 миллионов. И 8 мая, как во всем мире, чтят память о погибших. Мы, в принципе, солидарны с этим. И вот именно вчерашний день, никак не сегодняшний, как это, например, в Крыму, в России отмечают какими-то праздничными шествиями. Там. Да, они превратили это в карнавал. Да, это абсолютно неправильно, это некорректно, на мой взгляд, потому что весь мир чтит 8 мая, и это как нужно отдать дань свою, почтение тем людям, которые погибли. Это порядка 60-70 миллионов, если я не ошибаюсь. И вчера президент Украины Петр Порошенко такую очень хорошую мысль сказал. То, что на сегодняшний день миллионы людей по всему миру, вот я дословно не помню, но сегодня миллионы людей по всему миру стараются не допустить повторения этих событий, пытаются как-то объединяться, консолидироваться, но только в России говорят о том, что мы можем повторить. То есть это вот абсолютный нонсенс. Что повторить? Повторить вот эти вот все жертвы? Извините, это Украина очень сильно пострадала, и ряд других государств, потому что 70 миллионов это не маленькая цифра, это на сегодняшний день почти почти 2 населения Украины, количество населения Украины. И Вторая мировая война на самом деле очень трагически коснулась и нашего народа, потому что крымских татар обвинили в коллаборационизме, обвинили то, что мы сотрудничали там с захватчиками, что абсолютно является полным нонсенсом, потому что во Второй мировой войне принимало участие очень много крымских татар, и есть и герои Советского Союза, есть дважды герои Советского Союза. То есть я считаю, что депортация крымско-татарского народа нанесла просто непоправимый урон для нашего народа. Я считаю, что все те беды, которые впоследствии возникли у нашего народа, первопричиной является депортация.